В первозданный океан Гагара мать отложила 2 яйца, из которых появились 2 брата. Харги – старший, и Сывыки – младший. Харги нырнул на дно и достал глину, из которой Сывыки создал землю, средний мир, Дулин, Буга, сотворил людей и животных. Когда Сывыки заснул, Харги испортил его творение. Именно поэтому люди подвержены болезням, старости и смерти. Проснувшись, Сывыки увидел проделки старшего брата и покинул средний мир, переселившись на небеса, Угу-Буга, верхний мир. А Харги ушел в подземное царство, Харги-Буга, нижний мир. Таково сотворение мира в эвенкийской мифологии. Так и живут с тех пор эвенки в среднем мире, сохраняя гармонию с окружающей средой и почитая духов природы по сей день. Эвенки являются коренным малочисленным народом севера, проживающим на территории Южной Якутии не 1 век. Кочевой путь их прослеживается от подножья станового хребта у берегов озера Тока, рек Алгама, Ганам, Сутам на востоке и верховья рек Чульман и Алдан на западе, чему свидетельствуют следы древних стоянок. В 1926 году на месте торгового пути был образован поселок Золотинка, который позже был переименован в Иенга. Название Золотинка поселок получил из-за добычи золота, которое мыли старатели в здешних реках еще с 19 века. По советской программе доступного образования в целях налаживания контакта с коренными жителями эвенками в Золотинке была организована школа, позже преобразованная в интернат для детей оленеводов. Так Золотинка, позже село Иенгра, стала административным центром, якорем для эвенков Южной Якутии. А близлежащие земли поделены меж родовых общин, подоление пастбища и охот-промысел. При Советском Союзе Якутия вышла на передовые позиции по разведению оленей и добыче пушного зверя. После Великой Отечественной войны в Иенгре обосновалась Восточно-Сибирская геолого-разведочная экспедиция, проводниками и каюрами которой были эвенки Южной Якутии. А в 1951 году Галиной Юрьевной Лаксдиной был открыт пласт Нерюнгринского месторождения, что послужило началом промышленного освоения южноякутского каменно-угольного бассейна, что позднее привело к появлению города Нерюнгри и железной дороги. О заслугах эвенков в освоении и развитии региона написано и в художественной, и документальной литературе. С развалом Советского Союза и перехода от социализма к рыночной экономике на территории родовых эвенкийских общин появились недобросовестные недропользователи, пренебрегающие экологическими нормативами и вытесняющие эвенков с их земель. В результате были утеряны оленьи пастбища. С развитием промышленности в регионе последовало нарушение миграционных путей дикого зверя, что привело к смене традиционной кормовой базы хищников, которые переориентировались на домашних оленей, что вызвало резкое сокращение его популяции. И теперь основной задачей у эвенков является сохранение поголовья, а вместе с тем и традиционного образа жизни. Ведь, как говорят старожилы, жив олень, жив эвенк. Для эвенков назревает острая необходимость в правовой, конституционной защите интересов коренного малочисленного народа. К сожалению, национальная политика в то время хромала. По инициативе заслуженного работника народного хозяйства Дмитриева Андрея Сергеевича и главы поселения Юхновец Юрия Викторовича 12 октября 2007 года был проведен сельский сход жителей села Иенгра, на котором единогласно было принято решение о создании иенгринского эвенкийского национального наслега. Но наделение Иенгры и не только статусом наслега в то время не приветствовалось. Свое решение о создании эвенкийского наслега подали и жители села Хатыстыр. И даже несмотря на выигранный Верховный Конституционный суд, в статусе наслега им было отказано. Чтобы добиться поставленной на сельском сходе цели, Дмитриев Андрей Сергеевич обратился к депутату Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, президента Международной Федерации самбо Шестакову Василию Борисовичу, с которым был лично знаком,
Василий Борисович по приглашению Андрея Сергеевича посетил село Иенгра. Увидел воочию жизнь эвенков-оленеводов, побывал в стойбищах и познакомился с их культурой. Благодаря протекции Шестакова Василия Борисовича вопрос о создании наслега был поднят в администрации президента Российской Федерации, после чего к делу подключился экс-президент Республики Саха-Якутия Штыров Вячеслав Анатольевич. Процедуру получения статуса наслега для иенгринцев на личном контроле держал руководитель администрации президента Якутии тогда, а ныне глава республики Айсен Сергеевич Николаев. Таким образом, в марте 2009 года в Нерюнгринском районе прошел 3-й съезд эвенкийского народа Российской Федерации. А 15 октября этого же года решением народных депутатов республики на 12-м пленарном заседании Государственного собрания Илтумен впервые в истории республики Иенгра была наделена статусом «Эвенкийский национальный наслег». Теперь эвенки Южной Якутии на законодательном уровне обрели родину, землю предков, которую смогут передать потомкам. Вот так, благодаря личным отношениям Дмитриева Андрея Сергеевича, Шестаков Василий Борисович помог не только эвенкам Иенгры, но и всем коренным малочисленным народам Севера, открыв правовой путь получения законного статуса для их исторической родины. Ведь не секрет, что если бы Иенгра не обрела статус национального наслега, то село ждала участь соседнего поселка Нагорный, который был упразднен, а оставшиеся жители расселены. С тех пор многое поменялось, включая и национальную политику. Ведь величие России в единстве народов. И это сейчас доказывают и якуты, и чечены, и буряты, и, конечно, эвенки, героически выполняя свой долг в специальной военной операции. Ведь не зря президент в своем послании о стратегическом развитии Арктики сказал, что освоение Севера должно быть не в ущерб, а на благо коренного малочисленного народа. И тому наглядный пример ответственного и государственного подхода – компания «Эльга Уголь». В апреле 2020 года компания Альберта Аликовича Авдаляна «А-Проперти» приобретает контрольный пакет Эльгинского угольного проекта. Эльга Уголь, добывающий актив Элси. Приоритетной задачей социальной политики Элси по поручению Альберта Аликовича становится содействие сохранению и развитию наследия и потенциала коренных малочисленных народов Севера. Компания оказывает поддержку эвенкийским общинам в развитии исконного эвенкийского промысла оленеводства, помогает в организации обучения детей членов общин и организации национальных праздников. В марте 2023 года ЛС, Министерство сельского хозяйства Республики Саха-Якутия и община Исток заключили трехстороннее соглашение о развитии отрасли северного домашнего оленеводства в Иенгринском эвенкийском национальном наследии. Документ определяет этапы реализации проекта по созданию образцового комплексного изгородного содержания оленей. А это строительство современной комфортабельной оленеводческой базы в долине реки Курбаликик, сооружение изгороди протяженностью 80 километров и закупки 500 голов таежных оленей. Все это стало возможным благодаря акционеру компании, меценату Авдаляну Альберту Аликовичу, который с пониманием отнесся к проблемам коренного населения в регионе и поспособствовал сохранению традиционного образа жизни эвенков Южной Якутии, получив тем самым благословение духов предков этой земли на освоение эльгинского месторождения, исторической родины эвенков. Вот наглядный пример добросовестного соседства промышленной компании и коренных жителей. В данное время вновь избранный во второй раз глава наслега Юхновец Юрий Викторович и Дмитриев Андрей Сергеевич продолжают выстраивать диалог с компаниями-недропользователями, ведущими деятельность на землях родовых общин с соблюдением баланса интересов. На сегодняшний день на территории Иенгринского эвенкийского национального наслега уже выдано 50 действующих лицензий на добычу золота.
и 168 лицензий на геологоразведку. Таким образом, почти вся земля оленеводов с ее реками и пастбищами в скором времени может попасть под ковш бульдозера, включая долину реки Курбаликит и верховья реки Иенгра с ее рыбной зимовальной ямой, что оставит ивенков не только без земли, но и пропитания. Лицензии уже раздали на вот эти практически на все притоки левые и правые Иенгры. Начиная с верховья, вот этот ручей тоже, где хотят поставить базу. Тоже лицензия, да. И вот надеемся за счет того, что если здесь базу поставят, то старатели, может, отступят, оставят нам земли, где нам жить и разводить оленей. Летом основная пища рыба идет в основном. Если золотари это все перероют, то мы останемся без ничего. Мы не унаследовали землю от предков. Мы берем ее в долг у наших детей. Юра, когда вырастешь, кем хочешь быть? Хочу быть в тайге с оленями. Для меня это красивый лес, чистый воздух. Самое главное – звук гангеляна, звук моей родины.